Наверное, каждый из нас не раз мысленно представлял, как можно было бы хорошо и богато жить в Абхазии, если не повальное чиновничье воровство, именуемое ныне грозным термином «коррупция». Многие слышали о том, что во многих странах успешно борются с этим злом, а в некоторых даже удалось практически полностью ее уничтожить. Самый яркий пример победы над коррупцией – Сингапур. Но у нас другая реальность. Каждая новая власть убеждает нас с вами, что именно они смогут решить все самые глобальные вопросы. Но все это заканчивается либо на словах, либо на бумаге. Несколько лет назад граждане нашей страны, простые люди, уставшие отбивать чиновничьи пороги, объединились и решили, что именно принятие 20-й статьи заложит некий фундамент для того, чтобы начать процесс искоренения коррупции. Что же нужно для того, чтобы минимизировать коррупцию в нашей стране? Поговорим об этом в новом выпуске программы «Грани». Я считаю необходимым эту статью зачитать, как она звучит вообще в Конвенции ООН против коррупции. Статья 20 гласит, что при условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство, участник, рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которые оно не может разумным образом обосновать. Что здесь является главным моментом вот в этой статье? Это честному человеку на самом деле нетрудно ответить, откуда у него средства. Там и средства как таковых особых нету, понимаете? А вот если вы с кресла на кресло пересаживались, вот патриотизм, все, риторика такая, а на что живешь? Вас никогда не удивляло, что такая бешеная конкуренция 25 лет между нашими элитами? А ты покорзаем, я рад покром. Я назык, хёх назык роид, и не батрей, и ктаси, и си. Их поддерживающие команды, те вообще как пехоту используют друг против друга части народа, понимаете? Работает ли в Абхазии правовое пространство, есть ли условия для реализации законов, направленных против коррупционных схем? Наверное, у каждого на эти вопросы найдутся свои ответы. Вот представьте, 26 лет, я уважаемый человек, коррупционер, с большими связями, с большими ресурсами. Вы принимаете этот закон, я становлюсь уязвим, и я уже, по сути, уголовный преступник. Это уголовная статья. Незаконное обогащение чиновников. Вносится в УК изменение, признать незаконное обогащение уголовным деянием, определить меру наказания. Если вам скажут, что это так трудно, сложно, невозможно, это ложь. Мы приглашаем на прямые дебаты того, кто рискнет вам это сказать. Никакой сложности там нет. Это не ядерная физика. Определяйте меру наказания. Мы, кстати, предлагаем меру наказания из-за заведомо ложное декларирование, из-за незаконного обогащения всего лишь штрафы и отстранение от занимаемой должности. Знаете почему? У нас коррупционеры настолько влиятельны в обществе. Это не вчера началось все. Они настолько влиятельны, у них столько родни, столько физической охраны, даже нападения моментами, да, средств массовой информации разных, в средствах массовой информации люди, которые по сути подыгрывают им и ведут такое, знаете, создают образ, да, литературный их, да, что вы получите, если крыса загнанная в угол, она становится тигром, знаете, надо дать ей возможность уйти. Их слишком много, окопа коржина, траншей коржина, айбачала, они могут выиграть, их много. Мы предлагаем поодиночке отправлять их на заслуженный отдых. И по мере укрепления госслужбы уже можно будет вводить более суровые наказания. Что касается органа
Такой же орган должен следить в случае принятия вот такой цепочки, все-таки, я так считаю. Тогда может быть орган создан специальный, когда будет действенный механизм борьбы с коррупцией, а не просто там принятие какой-то отдельной статьи и на основании этого и создать еще один орган, который будет дублировать какие-то другие органы и будет для бюджета страны обузой дополнительной. Такого органа не надо, пока не будет принят комплекс законов, который даст этому органу обязанности, пищу для работы. Я считаю, такой орган в первое время, это мое личное мнение, учитывая важность борьбы с коррупцией, да, этого направления, должен быть при президенте. Я вообще полагаю, что такие нормы, такие основополагающие, играющие важную роль в строительстве государства функции, как борьба с коррупцией, по крайней мере на первоначальном этапе, должны быть сосредоточены при президенте, потому что воля первого лица здесь сыграет важную роль и даст соответствующий эффект. Впоследствии, может быть, этот орган может быть как-то отдельным, специальным, понимая, да, функции президента, который, но на первоначальном этапе я считаю, что это должен быть под непосредственным контролем, потому что там как раз-таки это даст больше эффекта. Это мое личное мнение. Я очень надеюсь, что на ближайшей сессии будет поставлена окончательная точка с проектом закона о декларировании доходов и расходов. Есть еще ряд законопроектов, зарегистрированных в парламенте, кстати. Они есть. Есть ряд проектов, над которыми мы сейчас работаем. Я хочу, пользуясь случаем, об одном из них сказать. Это закон об антимонопольной деятельности. Это тоже имеет прямое, отношение к антикоррупционной деятельности. Я очень надеюсь, что вот эти проекты законов, вот этот пакет законов будет принят в 6-м созыве парламента. В 2015 году был принят закон о противодействии коррупции и о судебной власти, по которому судьи начали декларировать свои доходы. Как это возможно при наших законах и какой орган должен следить за реализацией всех антикоррупционных законов? Судьи стали декларировать свои доходы. В этом году второй этап декларации пойдет. Но нет закона о государственной службе. Но судьи же декларируют доходы. Значит, нет нарушения. Принятие этой статьи в соответствии с законодательством страны, которая его принимает. Вот сегодня много дискуссий идут вокруг того, что эта статья должна быть принята, потому что она сыграет важную роль в борьбе с коррупцией. Но мы должны понимать, что принимая данную норму в том виде, в котором оно изложено в статье 20 Конвенции, ознакомиться со своим законодательством, потому что там идет прямая ссылка на это. Насколько наше национальное законодательство позволяет нам применение данной нормы так, как оно там звучит. То есть речь идет о чем? В Конституции Республики Абхазия, мы знаем, в статье 22 не возложено, да, бремя доказывания не лежит на обвиняемом. Бремя доказывания лежит на государственном органе в лице органов расследования, которые представляют в суд соответствующие материалы. То есть у нас действует презумпция невиновности. Это закреплено в Конституции. Эта норма находит дальнейшее свое выражение в уголовном законодательстве Республики Абхазия, в соответствии с которым принимаются судебные акты. То есть лицо, которое подозревается в незаконном обогащении, его незаконность приобретения имущества должно быть
в соответствии с нашим национальным законодательством доказано соответствующими правоохранительными компетентными органами. Сам факт наличия имущества у публичного лица не может само по себе служить основанием для привлечения к уголовной ответственности. Это наше законодательство, это наша Конституция. По мнению представителей инициативной группы, необходимо ввести уголовную ответственность для госслужащих за незаконное обогащение и обязать не только чиновников, но и членов их семей декларировать доходы. Активисты, потребовавшие внести в Уголовный кодекс Абхазии понятие «незаконное обогащение», сослались на 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Обычно люди редко упоминают те явления, которые как-то вызывают какие-то опасения. Очень редко в нашем медиапространстве, в выступлениях политиков, даже слова звучат, словосочетание 20 статья Закона о декларировании должностными лицами, конкурсный подбор кадров о госслужбе. Это все подменяется вот таким суррогатом, типа комплекс законов о чем-то там, да, или критерии подбора на службу, нам нужны честные профессионалы. То есть вещи не называются своими именами. Понимаете? Во всем мире в той или иной это стандартный закон. Это стандартный закон, он вариации небольшие. Закон о конкурсном подборе кадров на госслужбу, то есть вы делаете объявление, устраиваете комиссию, даете письменный мотивированный ответ. То есть простейшие вещи, понимаете? Вопрос в другом. У вас хватит политической воли вывести из тени всех разом? Хватит? Вот часто говорят, давайте выводить экономику из тени. Слушайте, давайте сами для начала госслужбу выведем из тени. Понимаете? Выведем ее из тени. Если эту статью примут только в том виде, в котором он есть, при этом не внесут изменения в другие законы, в существующие, в том числе закон о противодействии коррупции, в Уголовный кодекс не внесут изменения, которые будут предусматривать уголовную ответственность, тогда он будет выявляться, да, можно это выявить, но ответственности мы не будем видеть. То есть мы последствия не будем понимать, какие будут. Поэтому они должны быть закреплены во всех вот называемых мною законах для того, чтобы эта 20-я статья работала. Опять-таки, я хочу повториться, что она может работать только в том случае, когда государственные органы в лице правоохранительных или специально созданного органа будут устанавливать незаконное обогащение. То есть мы не можем, вопреки действующему законодательству, вопреки Конституции, презумпцию невиновности превратить в презумпцию виновности. Это не соответствует нашему законодательству, нашей конструкции. Поэтому и это надо предусмотреть в незаконном обогащении, что все-таки оно должно носить умышленный характер, и что оно должно быть установлено соответствующими органами. Само по себе мы столкнемся с его неприменением, с невозможностью применения, даже если мы установим это, потому что судебные органы не смогут принять решение, если оно будет не соответствовать Конституции. И такой закон, я думаю, что и не будет принят в том виде, в котором предлагается, я так полагаю, потому и, наверное, парламент относится ответственно к этому вопросу. И в 4 чтениях закон о декларировании такое решение было принято, но это нормально. А мы не можем закон принять, потому что его надо принять. Мы должны закон принять такой, чтобы он работал. Это цель. Я думаю, что надо принять этот закон. Я хочу еще добавить, что в 20 статье сутью этой статьи, безусловно, является декларирование доходов, но там есть такое понятие незаконного обогащения, которого, кстати, в нашем Уголовном кодексе нет.
И опять же должен отметить активность представителей общественности, которые в свое время приносили проект закона незаконного обогащения, чтобы мы могли внести его вот в наши законы, в Уголовный кодекс. И этот проект закона, ну, пользуясь своим правом депутата, я его зарегистрировал. Но чтобы никто не, знаете, сказки не рассказывать, этот проект закона подготовила общественность, надо отдать им должное. Он зарегистрирован в парламенте. Дальнейшую его судьбу, ну давайте вот примем вот этот закон и будем заниматься следующим этапом. Многие страны ратифицировали Конвенцию ООН без оговорок, но при этом не внесли в свой уголовный кодекс. В других странах наказание за незаконное обогащение реализуется через Гражданский кодекс и закон о госслужбе, кстати, которого у нас до сих пор нет. Тогда возникает вопрос, как у нас этот закон будет работать. Мы должны все-таки принять закон о государственной службе. Без этого закона мы не можем однозначно говорить, вот здесь правда, вот тут неправда, и сколько мы будем этим заниматься. Да, кто-то говорит, что там станет вопрос, значит, о заработных платах, о категориях чиновников, да, там классах и так далее. Все это имеет место, но можно принять закон, не привязывая его к финансовым делам, да, скажем так, финансы оставить на потом. Нет у нас сейчас возможности полноценно, значит, принять вот этот закон, и чтобы финансовая часть тоже была в нем полноценно прописана. Такой вариант тоже есть, и я точно знаю, что в свое время, обсуждая непосредственно с президентом эти законы, мы говорили о том, что вот закон о госслужбе надо принять именно таким образом. Другого варианта сегодня нет. Да, не так часто такое бывает. Я хочу еще кое-что сказать. Это тоже большая проблема для некоторых людей. Некоторые говорят о том, что даже в этом законе очень сложно понять, кто является чиновником, а кто является служащим. Так кто должен вот в итоге, значит, декларировать, да, свои доходы и расходы? По депутатам-то все ясно, а вот по чиновникам не совсем для некоторых людей. И вообще, в принципе, если говорить откровенно, конечно, этот закон, наверное, должен был быть дополнением к закону о государственной службе. К сожалению, могу сказать, что этого закона в Абхазии пока нет, он не принят. Знаю, что не только в нашем, а в предыдущем еще созыве были разные проекты законов по госслужбе, о госслужбе. Но ни один из них пока еще не принят ни в первом, ни во втором, ни в каком чтении. Есть и такое мнение, что было бы правильно принять вот сейчас закон по декларированию, тут же обозначить сроки, допустим, 2, 3, 4, не знаю сколько месяцев, для того, чтобы он вступил в силу после принятия закона о госслужбе. Но чтобы опять не вводить людей в заблуждение, не сводить с ума абхазскую общественность и быть честными и справедливыми, надо обозначить сроки. Кто готов эти сроки обозначить, эти сроки могут обозначить в парламенте. Когда люди могут сказать, что мы должны принять закон о госслужбе, но это же тоже не должно происходить из 6 в 7 созыв парламента, он не должен переходить. По этой самой причине я думаю, что было бы правильнее сказать и обществу, и народу, что да, вкупе с законом о госслужбе он будет работать совершенно иначе, и тогда разночтений точно уже не будет. Но надо обозначить сроки и дать людям понять, что в ближайшее время будет принят закон о государственной службе. Это в случае того, если, значит, есть недопонимание, кто чиновник, кто должен быть декларантом, а кто не должен им быть. Есть же госслужащие, которые не являются, никак не являются чиновниками. Я уверен, Рената, вам скажут о том, что, дескать, а как мы можем принять 20-ю статью, мы не в ООН? А как вы управляете автомобилями Mercedes, BMW, если вы не в Германии? А? Вот точно такая же технология, вы же используете эту технологию, точно такая же юридическая технология. Не надо придумывать ничего. Вам скажут, вот какой-то пакет документов нам нужен и так далее. Что в пакете-то? Знаете, чем проста 20? Она понимаема всеми. Любое должностное лицо, активы которого значительно и необъяснимо превосходят его задекларированные легальные источники доходов, априори считается подозреваемым в коррупции, отстраняется от должности без права восстановления и должен в судебном порядке он доказывать законное происхождение своих средств. Все.
Вот и вся статья. В парламенте вроде бы поддерживают законодательную инициативу и считают необходимым принять законопроект, но опять же при этом отмечают, что если в развитие данного законопроекта не будут внесены изменения в уголовное и в уголовно-процессуальное законодательство, то данный законопроект может постичь судьба закона о противодействии коррупции, который ранее уже был принят, к разработке которого имеет отношение депутат Аслан Бжани. По поводу этого законопроекта у юриста Джамала Гоги свое мнение. Он считает, что именно этот закон имеет право на существование. Да, возможно, его надо доработать, нужно какие-то изменения внести, это понятно, парламент на это, естественно, и есть, обратить на это внимание. Но он действенным является потому, что он содержит комплекс мер на данном этапе. Да, это важными направлениями, я считаю, о публичных закупах. Это очень важное направление. То есть следить, общество может следить, как происходит закуп для государственных нужд. Это средства, это и выполнение и так далее, и так далее. Как происходит конкурс в открытом доступе. Эти механизмы, конечно же, будут минимизировать коррупцию. Вот такие механизмы. Открытость публичных заседаний, правительства и так далее. Конечно, это тоже будет минимизировать, да, открытость, присутствие СМИ и других, кто имеет желание поприсутствовать. То есть это, вот эти меры, они обращают государственные органы лицом к обществу. То есть общество получает возможность контролировать деятельность этих публичных лиц, следить за ними. И это нормально. Только такой подход может привести к желаемым результатам. Это общеизвестно, я думаю, здесь объяснять не надо, когда должностное лицо публично, открыто, прозрачно его деятельность просматривается, то это, конечно, даст результаты. Конечно, чтобы закон работал, в первое время, я вот до этого тоже говорил, я бы не передал бы функции контроля какому-то органу. Я бы сконцентрировал бы это около себя, около президента первого лица, и материалы бы уходили бы в органы расследования. То есть инициатором был бы я. Не то, что недоверие, нет. Это из-за значимости сегодня этого института. И я думаю, что вот именно такой комплексный подход, он, безусловно, несомненно, даст результаты, минимизирует коррупцию. Опасность 20-й статьи для коррупционеров в чем? В ее понимаемости. Она очень простая. Вы декларируете собственность, члены вашей семьи декларируют собственность. Если вы забыли, нормальный человек, здравомыслящий, не забывает, что у него там гостиница, я не знаю, там в Ростове, допустим, да. Он помнит же. Если вы забыли, вы отстранены от должности по статье, по закону о декларировании, о предоставлении заведомо ложных, неполных данных деклараций. Если вы задекларировали все это имущество, у вас на расчетном счету там 3 миллиона, недвижимости на 45, а зарплата у вас 15. Да? Вот эта разница во всем мире считается криминальной. 185 стран приняли 20-ю статью. Те, кто не приняли, как США, я вам рассказывал, как Франция также, в их законодательстве уже была эта статья. То есть США не надо было в 2005 году на Генассамблее ООН принимать статью, которую они приняли в 1972, на 30 лет раньше. Отдельное принятие статьи 20 и отдельно просто принять закон о декларировании доходов, не внося изменения в другие законы о противодействии коррупции, не дать понятия публичных лиц. Ну вот представьте себе, примут закон о декларировании доходов и расходов публичными лицами, должностными лицами, депутатами, и не дадут понятия, кто подпадает под этот закон. И что тогда? Мы же должны понимать, кто подпадает под закон, под статью 20 Конвенцию, под незаконное обогащение. Какие должностные лица.
Это должно быть четко прописано в законе о противодействии коррупции. Публичный орган, государственный орган, иной государственный орган, кто такой служащий, кто такой депутат и так далее. Они это должно получить. И тогда уже мы видим, да, вот эти лица на контроле в соответствии с этим законом. Эти лица понимают, что они на контроле, за ними следит специальный орган и органы правоохранительные. И в случае, если они сдадут декларацию, умышленно укроют какой-то факт, какое-то имущество или доходы, то они несут уголовную ответственность за это. А если они неумышленно как-то забыли, упустили, то за забывчивость они могут потерять работу. Вот это и есть результат. Контрольная палата Абхазии в пределах своих полномочий обязана по закону оказывать противодействие коррупции. Ежегодно по итогам проверок государственных организаций и структур контрольная палата готовит отчеты, которые передаются в парламент. Материалы, в которых усматриваются признаки преступлений, передаются в Генеральную прокуратуру. Каждый год выявляются нарушения в части нецелевого использования средств на десятки миллионов рублей. Но до сих пор неизвестно ни одного случая наказания должностного лица за коррупцию. Хочу отметить, что есть еще один не менее важный фундаментальный закон, направленный на борьбу с организованной преступностью и воровским сообществом. То есть это еще один закон, без которого невозможно бороться с коррупцией и преступностью. Данный проект закона достаточно давно был направлен экс-президентом в парламент, и лишь последние события в центре столицы, а именно убийства, стали поводом все же рассмотреть данный закон на комитетском заседании. О судьбе этого закона рассказал депутат Астамур Логуа. Я бы очень хотел, чтобы точно так же наша общественность поддержала проект закона, присланный президентом в парламент, о организованной преступности. Это тоже фундаментальный закон, который необходим для того, чтобы наша страна пошла поступательно по пути развития, а не так, как мы видим. И, к сожалению, сегодня ситуация, обстоят дела в стране. Потому, еще раз повторюсь, очень надеюсь, что за предстоящие 2 года работы в парламенте наш созыв отметится вот этими фундаментальными законами, которые поведут нас вперед. В нашем законодательстве и сейчас вполне достаточно правомочий для борьбы с коррупцией. Но кто сказал, что хороших и строгих законов уже достаточно для наведения порядка? К примеру, в последние годы серьезно ужесточили ответственность за нарушение правил дорожного движения. Но, положа руку на сердце, кто осмелится утверждать, что будто на наших улицах и дорогах порядка стало больше? Значит, дело не в правильных и суровых законах, а скорее в том, что закон работает не для всех. И пока все не станут равны перед буквой закона, вряд ли нам удастся построить правовое государство. С вами была Рената Шакая.